Я продолжаю писать карту дня на 23 января, это у нас воскресенье, и смотрю следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков от Овна до Девы, у меня есть первая часть на канале. Вы можете ее найти или через плейлист, да, там есть обе части, или же под этим видео в описании есть ссылочка на первую часть, да, так будет вам удобнее, быстрее перейти на нее. Так, хорошо, все вам рассказала, смотрю события для весов. 23 января, воскресенье. События для весов, покажите мне. Угу. Так, весы. Первое, что я у вас вижу, это интимная связь. Да? Ну, кому актуально. Еще встреча с каким-то важным человеком, может быть, в воскресенье. Траты могут быть. Получение документа, справки, бумаги, письма. Посылки, как вариант, еще может быть посылка. Так, это нельзя. Смотрим периметр. Что у нас здесь? Здесь нет, 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 нет совпадений. Вертикали. Нет, не вижу я совпадений для вас. Получается интимная связь. 3 события у вас всего. Интимная связь 4. Траты. Ну, иногда, конечно, у некоторых зрителей проигрывается, как и получение, да, мешок с деньгами. То есть какое-то событие связано с деньгами. Деньги, получение документа, новости, посылки и встреча с каким-то важным, влиятельным человеком. Да, возможно, вот этот человек вам поможет, да, с каким-то, допустим, документом. Либо вы будете, да, получать посылку, да, у человека, скажем так, который наделен какой-то властью, да, отдавать вам эти посылки. Так что вот такой у вас день. Благодарю. Ага, смотрите, еще увидела, уже хотела сказать вам, что все, а нет, еще увидела ссору. Так что может быть еще какая-то небольшая ссора, конфликт. Может быть при получении, да, вот здесь. Так что смотрите, контролируйте, да, свои эмоции. Благодарю вас за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, меняю знак и смотрим события для скорпионов. 23 января, воскресенье. События для скорпионов. Покажите мне. События для скорпионов.
У вас может быть событие в месяце, что-то, что происходит с вами каждый месяц, да, вот может быть в этот день, ну плюс-минус 1-2 дня еще, да, вот можно отнимать, прибавлять. Может быть не в этот день, да, допустим на день раньше или день позже. Ну, что, одно событие и все. Нет, еще одно выпросила. Так, еще очень хорошие новости можете получить. И может быть посещение какого-то госучреждения еще в воскресенье. Казенный дом. Так, смотрим периметр. Надежда. Свечи еще есть. Свечи — это всегда оптимистичный настрой. Ключ. Прекрасно. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. У вас точно все будет получаться, все будет удаваться, все двери будут открыты для вас. Так что надо этим днем воспользоваться. И здесь нет совпадений. Получается, смотрите, все события классные. События в месяце, да, что-то, что происходит с вами периодически. Хорошие новости, я бы даже сказала, радостные. Оптимизм. Все в ваших руках в этот день. И казенный дом. Может быть, да, вот какие-то события в казенном доме показывают, да, что там вы получаете хорошие новости. Или там для вас открыты двери, допустим, были закрыты. Еще иногда проигрывается событие, да, вот прям в лоб. Допустим, книга — это книга, да, то есть это не казенный дом, а книга. Ножницы там — это, допустим, ножницы. Мы подстригаемся. Поэтому, может быть, просто вы будете или заказывать книгу, или читать книгу, да, допустим, ну, запомнится вам это событие. Так что может даже и так быть. В общем, замечательный день, воскресенье, скорпиончики. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 23 января. Воскресенье. События дня. Покажите мне. Получение конверта, документа, посылки. Что там можете получить? Слезы могут быть. Это, кстати, может быть еще новость.
что-то у вас тут как-то не сильно густо на события. Непонятно, да, что это за слезы, по какому поводу. Слезы горести, слезы печали. Событий мало, и поэтому непонятно. Сейчас я еще периметр посмотрю, может, что-то найду. Да, смотрите, глубокая печаль. Все-таки это слезы печали, а не радости. Какие-то очень-очень сильные переживания. По колодцу, да, это когда вот нас что-то трогает до глубины души. Так что, скорее всего, это слезы не радости. Может быть, какая-то новость печальная, как вариант. Так, смотрим дальше. Интимная связь может еще быть. Исполнение желания. Так, здесь нет. Получается, у вас идет, скорее всего, первая половина дня, да, какое-то вот либо событие печальное, либо какая-то информация, да, которую вы получаете, очень вас расстраивает, да, вот, ну, прям обидно до слез. Затем идет получение документа, посылки, письма, новости. И далее, да, то есть это уже, скорее всего, вторая половина дня, это интимная связь и исполнение желания. Так что вот так вот у вас не очень хорошо начинается день, зато вот хорошо заканчивается, да, исполнением желания. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Так, смотрим, козероги. Козероги, 23 января, воскресенье, события дня. Сейчас, секундочку. Так, я извиняюсь, продолжаю писать. Козероги, 23 января, воскресенье, события дня. Смотрим. Смотрите, у вас может быть событие в доме, да, в вашем роду, скажем так, у кого-то какой-то важный день. Прибыль, сундук получения прибыли, денег. Ключ. Это ключ всегда показывает, что у вас, да, все будет хорошо в этот день, то есть все в ваших руках, у вас все будет получаться. Хорошие новости. И смотрим периметр. Конфликт, мечи. Конфликт, или если конфликт был, будет возможность отомстить человеку, да, то есть, ну, сделать какую-то пакость ему. Ну, как бы этого лучше, конечно, никогда не делать, потому что мы не имеем на это права, да, выносить эти вердикты, да, решать, кто прав, кто виноват, мстить, не мстить, поэтому лучше, конечно, этим не заниматься.
Так, якорь. Якорь показывает прибытие. Может показывать, что вы много времени проводите где-то в одном месте. Да, вот целый день буквально заякоритесь где-то. Может так еще быть. Колебания, сомнения. Здесь нет. 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 Ну, глубокая печаль нельзя. И здесь нет совпадений. Получается, у вас события в родне, да, ну или дома у вас в семье, или в родне, если не дома. У вас получение прибыли, конфликт, да, выяснение отношений. Все в ваших руках в этот день. Хорошие новости, колебания, сомнения. И якорь показывает, где-то вы проводите много времени в одном месте в этот день. Так что, может быть, вы сомневаетесь, да, стоит вам заякориться в этом месте или нет. Например, у кого-то в гостях на событии. Так что вот такие у меня для вас вот такая информация. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Водолеи, 23 января. События дня, воскресенье. События дня для водолеев. Ну что, смотрим, что вам приготовил этот день. Может быть общение, да, деловое. Несмотря на то, что это воскресенье, да, вот можете общаться по работе с кем-то. Да, деловая встреча еще рядом. Деловая встреча, деловое общение. В общем, вы все в делах, заботах. Так. Смотрите, да, могло быть еще событие в доме. Вот когда я эту карточку открывала, я увидела первую встречу. Да, вы могли увидеть первый домик, да, тогда у вас встреча не складывается, складывается домик. Домик – это событие в доме, да. Событие в доме, скорее всего, день рождения, может быть, да, вот сейчас идут ваш знак, может быть, вот у кого-то 23-го день рождения показывают события в доме. У кого, если у вас день рождения, я вас поздравляю. Пустые разговоры, колокольчик, болтовня, завистники, слезы. Так, ну тут вроде как... Ага, только хотела сказать, повода для слез не вижу, выпадает неприятность. Ну, теперь уже есть повод для слез. Колебания, сомнения. Да, это когда происходит неприятность, да, и вот сразу паника, что делать, получится, не получится решить проблему. Все получится. Все всегда разрешается, да, так что... Слезы лить точно не надо. Надежда. Надежда показывает оптимизм, да, то есть, скорее всего, что вот эта встреча пройдет хорошо у вас. Обман нельзя.
И здесь нет совпадения. Получается, у вас хорошее начало, да, здесь деловая встреча, деловое общение, положительный настрой, болтовня показывает колокольчик. Скорее всего, будете много разговаривать на этой встрече. Злые языки, завистники будут в окружении. Может быть, да, вот человек, с которым будете встречаться, вам завидует. И дальше идет неприятность. Да, неприятность, которая вызывает слезы, то есть обидно будет до слез, и колебания, сомнения. Да, то есть, возможно, вы будете сомневаться, как решить этот вопрос. Так что смотрите, неприятность в этой колоде непонятна, да, то есть это и по вашей вине произошла или, да, какие-то внешние обстоятельства, поэтому постарайтесь, да, вот хотя бы следить за собой, своими действиями, да, что вы делаете. Может быть, удастся ее избежать. Если это, конечно, какие-то внешние обстоятельства, тогда уже придется решать вопросы, да, решать проблемы по мере их поступления. Но очень часто это бывает именно наши ошибки, да, когда мы невнимательны, да, когда мы неосторожны, что-то забываем, теряем, там неправильно заполняем, да, ну и т.д. и т.п. Поэтому тут вот нужно быть просто внимательными в этот день. Благодарю за внимание, водолеи. Перехожу к рыбкам. Так, рыбочки, смотрим, что у вас. января. Воскресенье. События дня для рыбок. Покажите мне. Чемодан, разлука. Вы можете кого-то провожать, да, с чемоданом или сами уезжать. Предстоит вам разлука в этот день. Ключ. Ключ — это хорошо. Ключ говорит, что все в ваших руках. Все у вас будет складываться и получаться. Обман. Свидание нельзя. Так, проверяю периметр. Вижу сразу события в месяце. То есть в этот день будет что-то, что происходит с вами каждый месяц. Да, то есть, может быть, плюс-минус один день. 22-23 число. Каждого месяца что-то происходит. Затем смотрим здесь. Нет. Нет. Нет карточки. Подарок нельзя. Больше не вижу совпадений. Значит, у вас получается разлука, расставание, ключ, который показывает, что все у вас будет получаться в этот день, обман и события в месяце. Обман, кстати, может иногда быть и с вашей стороны. То есть не всегда обманывают, да, нас. Иногда и мы тоже обманываем. Поэтому может проиграться. Да, то есть тут и так на это тоже нужно обращать внимание. То есть не обязательно вас обманут. Может быть, да, вам придется кому-то, скажем так,
наврать, да, что вы куда-то уезжаете, как вариант, да, тогда вот так могут проигрываться события. Ну, в общем, ситуации, да, могут быть много вариантов, тут можно придумать. Но я думаю, вы поймете, о чем хотят сказать эти события. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.